Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. День памяти жертв политических репрессий отметили в Абхазии. Руководство Абхазии приняло участие в церемонии возложения цветов. В профильном классе школы номер 2 в Сухуме установили новую мебель и интерактивное оборудование, а лучшим ученицам вручили пригласительные на новогодние каникулы в Москве. Но мы хотели это сделать, и мы это сделали. Юных абхазских гимнасток, призеров турнира «Гимнастика Соло Кап-2025» в Дубае торжественно встретили в Сухуме. Руководство Абхазии приняло участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме. День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечается ежегодно 30 октября. Более 7 тысяч жителей Абхазии пострадали от политических репрессий в 1930-40 годах. Террор унес жизни миллионов невинных людей по всему Советскому Союзу. И для абхазского народа эти события имели тяжелые последствия. Судьба многих жертв политических репрессий по сей день остается неизвестной. Политическим преследованиям подвергались практически все слои населения. Крестьяне, писатели, поэты, ученые, педагоги, врачи, политические и общественные деятели. По неполным данным, с июля 1937 по ноябрь 1938 года в Абхазии репрессировали 2186 человек. Из них 748 были расстреляны и 377 бесследно исчезли в тюрьмах. У нас уничтожали всех. И старых, и молодых, и даже детей. Опустошали семьи. Из нашей семьи мой отец Анатолий Варданя, 3 его братьев Игнат, Иснат, Алеша. Все они были расстреляны. Жены были сосланы в Сибирь, а мы, дети, остались. Под корень была уничтожена абхазская интеллигенция. Интеллигенция, которая только что народилась. Молодые, образованные, умные люди. Они все закончили московские и ленинградские вузы, приехали строить свое любимое государство. И все они были уничтожены. Жены их сосланы в Сибирь, а дети остались сиротами. Но самое обидное то, что они унесли с собой весь свой неиспользованный потенциал. Сколько бы они еще сделали, останься они живы. Мы сегодня имеем то, что оставили они нам. Презентация новой книги профессора Екатерины Бебе «Без вины виноваты», приуроченная ко Дню памяти политических репрессий 20 века, состоялась в Абхазском государственном университете. Книга, основанная на архивных материалах и воспоминаниях, рассказывает о трагических судьбах людей, ставших жертвами политических репрессий в Абхазии. В центре повествования истории конкретных семей, переживших аресты, ссылки и расстрелы. Автор провела масштабное исследование, чтобы восстановить имена и судьбы невинно пострадавших. На презентации Екатерина Бебе поделилась опытом создания своего монументального труда, охватывающего 45 лет исследований. Стоит отметить, что представленная книга 3-я в серии, посвященная этой теме, а читателей уже ждет скорый выход 4-й книги. Около 10 лет скоро будет издано 3 книги. Вот с такой вот книга серии «Жертвы политических репрессий Абхазии». 1-я, 2-я, 3-я. Это 1-я книга «Без вины виноватые», 2-я, есть 3-я. Вот я сейчас уже подготовила 4-ю книгу, которая выходит очень скоро. Я думаю, что в конце года уже будет. Но и этим я завершаю свою работу. Я очень была обеспокоена, что я не смогу завершить. Это очень трудная тема, очень тяжелая тема. И я боялась, что я это не выдержу. Поэтому было такое время, когда я вызвала своих студентов, которые интересуются историей, и я сказала, я вряд ли смогу довести до логического конца, и попросила, чтобы эти девочки работали. Но, однако, Бог так захотел, и я успела. И это такое, ну не знаю, это облегчение души. Это все от Бога, я так считаю.
просто мне было это никто не дал, можно сказать, это вот сама себе, может быть, вот такой наказ, что ли, довести. Без вины же они были виноваты, их нужно было реабилитировать. Мне кажется, что эти книги будут говорить сами за себя. 30 октября свой профессиональный праздник отмечают деятели науки, все, кто причастен к научному процессу. В этот день 28 лет назад, согласно указу первого президента Абхазии Владислава Арзенба, была создана Академия наук Абхазии. По случаю Дня науки состоялось торжественное заседание, в котором принял участие премьер-министр Владимир Делба. Значение научного потенциала для государства отметил президент Бадрагунба в своем поздравлении, которое зачитал вице-премьер Жансух Нанба. Наука всегда была основой развития государства и гарантом его суверенитета. Сегодня научные коллективы активно работают над сохранением и изучением языка, истории, культуры и экономики страны, отмечается в поздравлении главы государства. Бадрагунба выразил ученым благодарность за их труды и открытия, которые являются залогом благополучия Абхазии. Научных сотрудников Абхазии поздравил и премьер-министр Владимир Делба. Глава правительства заверил, что руководство страны сделает все возможное, чтобы поддержать отечественную науку. Для меня на самом деле очень почетно и символично находиться сегодня здесь, среди вас, и отмечать с вами вот этот знаменитый и знаменательный день, День науки. Сегодня в поздравительном адресе глава государства особо отметил роль науки и работников науки в развитии нашей страны. Аналогичное мнение было сегодня и утверждение высказано и словами спикера парламента. Я убежден в том, что это именно так и будет дальше продолжаться. Вы делаете для нашей страны невероятные открытия, успехи, прославляете ее, достижения ваши известны далеко за пределами республики. И это очень-очень важно в сегодняшнем мире и в сегодняшней действительности нашей страны. На самом деле, с каждым годом внимание со стороны руководства страны, со стороны правительства, оно повышается. Но мы все прекрасно с вами понимаем, что этого, конечно, для реализации стратегических, важнейших целей, которые вы ставите перед собой, и которые наука ставит перед вами, как учеными, достигать, да, этого недостаточно. Но полагаю, что все усилия, которые будут прилагаться для достижения вот этих целей, они именно в таком ключе будут работать и дальше. В отношении того, что необходимо повышать мотивацию и стимул для молодых ученых. Да, безусловно, это справедливо, это важно. И я со своей стороны могу вас заверить о том, что ваше обращение, Джотович, поступило на имя главы государства, адресовано для проработки в правительство. И я вам могу сказать, что со следующего года будет принято решение о повышении размера стипендий молодым ученым. В Минобороны подвели итоги подготовки войск за 10 месяцев текущего года. Мероприятие проводилось под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием заместителей министра обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. Основным докладчиком выступил начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Владимир Савченко. В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности воинской дисциплины правопорядка в войсках. Впервые в этом году было проведено оперативно-тактическое учение в двустороннем формате под руководством главнокомандующего вооруженными силами президента страны. С резервными формированиями по подготовке специалистов в течение года проведено порядка 64 тактико-специальных учений. Кроме того, в частях постоянной готовности в плановом порядке проводились
тактические учения с подразделениями видов и родов войск вооруженных сил, в том числе и с боевой стрельбой. В этом году значительно повышен уровень воздушной подготовки наших летчиков. Немало в этом году сделано и в плане развития вооруженных сил, развития их боевого состава прежде всего. Приказом главнокомандующего вооруженными силами президента страны в этом году в боевой состав вооруженных сил введено 11 подразделений, предназначенных для выполнения боевых, подчеркну еще раз, боевых задач в мирное время. Письма от абхазских бойцов фейк украинских провокаторов, отметил в интервью нашей программе командир бригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Несколько дней назад на электронные адреса госорганов Абхазии пришли провокационные письма, якобы от бойцов «Пятнашки». Данная рассылка является откровенным фейком и вбросом украинских спецслужб с целью посеять недоверие и создать видимость несуществующих проблем в рядах нашего подразделения, отметил командир дикой дивизии. Ну, цепсошники, они всегда работали в провокационном варианте, и это не в первый раз, потому что помним там 17-18 год, когда они сделали зеркальный сайт ЧОПа и рассылали всем бойцам, кто хочет там поработать, хорошие зарплаты, Крым, не Крым, скиньте паспортные данные и так далее. И наивные ребята, кто не понимает, что такое информационная безопасность, конечно, сбрасывали, потом эти люди пропадали, там искали их офисы. Момент в том, что заключается, что ЦИПСО постоянно по-разному подходит, и мы, чтобы людей предупредить, что мы таким не занимаемся. Если какие-то заявления кто-то будет делать, на это есть я и никакие бойцы. И поэтому мы сразу опубликовали, дали людям понять, что вот эта рассылка, которая проходит, это не есть мы. Даже мы смотрели, что в соседней Грузии был там призыв на военную службу и так далее, был создан неплохо сайт, но не является официальным сайтом Министерства обороны Российской Федерации и добровольческих подразделений. Поэтому кто может их призывать на службу? Это только ЦИПСО пытается выявить людей, которые нам сочувствуют, и поэтому они себя так и ведут. Мы хотим к людям обратиться и сказать, что если вы какую-то такую рассылку в соцсетях видите, а даже какой-то голосовой вам придет, не верьте этому, потому что сегодня искусственный интеллект и голос тоже делает. Поэтому к таким вещам относитесь с большей насторожкой и будьте, как в старину, за более живое общение друг с другом. Расширенное заседание Фонда содействия развитию муниципальных образований ТРАЭС прошло в Сухуме. Это еще одно мероприятие, посвященное 80-летию атомной промышленности в республике, в развитии которой участвовал Сухумский физико-технический институт, один из центров советской атомной науки. Сегодня Абхазия и Россия активно сотрудничают в направлении масштабных проектов при помощи Фонда содействия развитию муниципальных образований. Благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом» и фонда в Абхазии успешно функционирует 5 атом-классов. Это самое большое количество профильных классов, открытых за территорией России. Также в республике реализуются 3 международных детских творческих проекта. В планах фонда и концерна «Росэнергоатома» совместные проекты в направлении спорта, культуры и различных просветительских программ. В рамках мероприятия были подписаны соглашения и дорожные карты о сотрудничестве между фондами и городами-побратимами. Расширенный репортаж заседания смотрите после новостей в рубрике «Амшикшара плюс». Атом-класс открылся в Сухумской школе номер 2 после реновации. В классе установили новую мебель и интерактивное оборудование, а лучшим ученицам атом-класса вручили пригласительные на новогодние каникулы в Москве. На открытии класса была Элита Арутюнян. Так, ленточку, вперед, ура! Открытие атом-класса после реновации – долгожданное событие для школы. Ведь теперь ученики смогут получать еще больше новых и полезных знаний в области точных и естественных наук. Поможет в дальнейшем поступлении и
Также можно изучать те науки, точные науки, которые интересны очень многим в нашей школе. Я считаю, нам повезло, что именно в нашей школе открывается этот класс, и я очень рада по этому поводу. Ирина Павирскер, директор школы имени Пушкина, поприветствовала собравшихся и поблагодарила причастных к этому событию. Павирскер рассказала о новшествах атом-класса после реновации. Она также сообщила, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко подарил родной школе новые компьютеры. Год 155-летия школы решением концерна «Росэнергоатом» была проведена реновация кабинета, обновлена мебель, современная новая интерактивная доска и немножко изменился дизайн нашего кабинета. Оборудование, которое поставляется для лабораторных работ, тоже частично было обновлено. В своей приветственной речи первый замгендиректора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумберт Кибучава напомнил, что атомная промышленность зарождалась в том числе и в Абхазии. Он также отметил, что всего открыто 100 атом-классов, 5 из них в Абхазии. Эти классы нужны для того, чтобы школьники углубленно изучали точные естественные науки, могли поступить в профильные вузы и, возможно, начать работать в атомной промышленности. Для чего это делается корпорацией «Росатом» и концерном «Росэнергоатом»? Ну, наверное, всем понятно. Во-первых, мы приобщаем вас к нашей, так сказать, великой отрасли. Во-вторых, мы надеемся на то, что, изучая физику глубоко, математику, вы, в конце концов, поступите в вузы соответствующие. У нас в России таких опорных вузов, которые готовят для нас специалистов, 16. С каждым из этих вузов мы работаем очень плотно. У нас есть совместные договора. И хотели бы, когда вы закончите школу, закончите, надеюсь, успешно, поступите в эти вузы и в итоге придете к нам на работу. Я отметил для себя, что не только физика, математика у вас в школе хорошо преподается, но и литература тоже, потому что так хорошо говорить и ровно, и четко, это тоже заслуга и педагогов, и, конечно, так надо уметь. И я понимаю, что в школе развивается и гуманитарное направление, и математическое направление, и очень хорошо, что в этом сложном, очень насыщенном процессе встроена и работа, которая называется «Атом-класс». К присутствующим с напутственными словами обратилась Наталья Шурочкова, руководитель проекта «Школа Росатома». Она поблагодарила собравшихся за их присутствие на мероприятии и пожелала успехов. И самое необходимое, самое главное, это вы, те, которые здесь сидят. Будьте достойны вот этих людей, которые здесь учились. Будьте достойны своих родителей, своих прекрасных учителей. Да, те люди, которые отдают вам все. Мы здесь, мы проживаем с вами это время, мы проживаем каждую трещинку здесь, да, все, что здесь происходит, да, душой и сердцем с Оксаной, тоже Малафеевой, директором фонда, каждый шаг. Мы искренне делаем это для вас. В завершении мероприятия 5 лучшим ученицам атом-класса вручили пригласительные на новогодние каникулы в Москве. Аэлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Государственная комиссия по монументальному искусству напоминает о проведении международного открытого конкурса на лучший проект скульптурного изображения второго президента Абхазии Сергея Багапш в городе Учимчира. Сроки проведения до 2 февраля 2026 года. Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте Министерства культуры. Реконструкция набережной Диоскуров стала главной темой заседания градостроительного совета, в работе которого принял участие мэр столицы Тимур Агрба. Главная концепция реконструкции – сохранение исторического облика. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. В администрации Сухума прошло заседание градостроительного совета. В его работе приняли участие мэр Тимур Агрба, его заместители Константин Тарба и Инал Авицба. Основной вопрос, вынесенный на рассмотрение членов градсовета – реконструкция набережной Диоскуров. Так как Сухумская набережная является объектом историко-культурного наследия, главная концепция реконструкции – сохранение ее исторического облика. По словам главы столицы, проект реконструкции уже утвержден. Подрядные организации готовы приступить к работам и необходимо обсудить и утвердить детали, а именно материал для облицовки парапета. Выбор был между известняком и гранитом. Уже больше полугода разрабатывается проект реконструкции
Значит, Градсовет по этому поводу уже собирался, какие-то детали мы обсуждали. Сегодня уже на финальной стадии, перед тем, как подрядные организации выйдут и приступят к работам, мы бы хотели, значит, с вами обсудить некоторые детали по набережной. Первые шаги уже сделаны, нами были проведены демонтажные работы по всем этим торговым объектам, павильонам. Как раз, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, значит, предпринимателей, которые, значит, услышали нас и без каких-либо, значит, вопросов демонтировали все свои торговые павильоны. На мой взгляд, еще и без реконструкции набережная уже обретает более такую благородную форму, исторический облик. Если мы можем покрытие сделать из гранита, на мой взгляд, это намного, значит, будет качественнее и долговечнее. Такую возможность мы, я думаю, что имеем, потому что, значит, стоимость этой брусчатки у регионов, да, и стоимость гранита, который предлагают нам местные производители, то есть, она соответствует. Поэтому мы, скорее всего, будем делать выбор в сторону гранита. Это я свое мнение вам говорю. Он, правда, чудесный. Да. Члены Градсовета скрупулезно подошли к рассмотрению нюансов реконструкции. Они считают, что и покрытие набережной должно быть одинаковым по цвету и материалу с парапетами. Каждый нюанс реконструкции набережной подробно обсуждается, рассматривается и коллективно утверждается. Также глава столицы Тимур Агрба сообщил, что уже готов эскиз пирса, подрядные организации готовы приступить к реконструкции. Пирс утвержден в тех же параметрах, что и был ранее. Тимур Агрба вынес на рассмотрение Градсовета обращение предпринимателя о строительстве торгового ряда по проспекту Аяйра вдоль забора теннисных кортов. Проект единогласно был отклонен. Члены Градсовета повторно рассмотрели проект зала тяжелой атлетики в парке имени Курченко. Глава столицы рассказал, что предприниматель готов построить и подарить городу спортивный комплекс. Возвращаясь к реконструкции набережной, решено для наглядности подготовить два образца участка. Первый с использованием известняка, второй с использованием гранита. Таким образом, будет проведено выездное совещание Градсовета с наглядным обсуждением вариантов, что позволит принять взвешенное решение. В республике продолжаются соревнования среди школьников в рамках 19-й республиканской военно-спортивной игры «Аяйра». В этом году игра посвящена 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба. В третий день игр участники продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах, как стрельба из автомата и метание гранаты на дальность. До начала соревнований министр просвещения Хана Гунба и участники соревнований возложили цветы к мемориалу первого президента Владислава Ардзенба в Нижнем Эшере. Игра, организованная Министерством просвещения, собрала 8 команд из всех районов и городов Абхазии. Мероприятие проходит с 28 октября по 1 ноября. Юных абхазских гимнасток, призеров турнира «Гимнастика Соло Кап 2025» в Дубае торжественно встретили в Сухуме. По приезду домой их ждал сюрприз. Родители, тренеры и воспитанницы художественной гимнастики организовали им настоящий праздник. Напомним, что турнир проходил 24-26 октября. В нем приняли участие около 700 гимнасток из 12 стран. Адица Сагари расскажет, как выступили наши спортсменки и какие впечатления привезли с соревнований. «21 золотая медаль, 2 серебряные за многоборье и 3 бронзовые за упражнения без предмета были завоеваны юными гимнастками Абхазии в Дубае на международном турнире по художественной гимнастике. В данном мероприятии приняли участие более 700 гимнасток из 12 стран. Я сама не ожидала, что будет такой результат. Я, конечно, надеялась очень и мечтала, что хотя бы несколько медалей мы привезем, но то, что дети... Практически все заняли золотые медали. Каждый ребенок выступал по своим возможностям, где он мог бороться. Там выступали звезды мирового уровня, такая как бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горнасько. Это очень знаменитая великая гимнастка.
Также чемпионка и призер крупнейших международных соревнований Амалия Лука из Румынии. Также Ева Бразилива из Болгарии. Мы их впервые увидели вживую. И, конечно, дети с восторгом смотрели и учились. Я надеюсь, это будет большим уроком для них тоже. Мне очень понравилось съездить в Дубай, выступить на международных соревнованиях. И мне очень понравилось нести свой флаг своей родной Абхазии. Впечатление очень замораживающее. Я исполняла упражнение без предмета. Оно у меня новое и завоевала 2 первых места. Я выступала упражнения без предмета и упражнения с мячом. Я поехала на эти соревнования первый раз. Было страшно, так как нужно было представлять свою страну. И мне очень понравилось то, что там большинство девочек представляли свою страну и выходили с флагом. В день открытия международного турнира наши гимнастки на мировую арену вышли с гордо поднятым флагом своей маленькой родины Апсны. Все участники и зрители данного мероприятия встретили юных звездочек с теплом и аплодисментами. Соревнования в Дубае проходили в 2 этапа. В первый день наши гимнастки своими завораживающими выступлениями затмили всех участниц турнира. Гибкость, ловкость и грация талантливых гимнасток произвели впечатление и на судейскую коллегию. По итогу первого соревновательного дня гимнастками было завоевано 9 золотых медалей за многоборье. В отдельных видах за упражнения с мячом Нара Цимцба и Александра Адлиба стали лучшими. Мне понравилось, когда мы ехали в пустыню. Город понравился, на яхте, когда мы были. Было 2 упражнения, я волновалась и справилась. Было тревожно очень. Те самые минуты, когда все тело дрожит, боишься потерять мяч. Я выхожу на ковер, и эта тревожь, паника, но я собираюсь, и начинается музыка, этот звук, и все. И тело отдается под музыку, начинается артистика и красота. В этом же турнире за серебро в многоборье боролась Злата Захарченко. Бронзовую медаль за отдельный вид многоборья и за упражнения с мячом и без предмета завоевала Алима Хутова. На выступлении не все прошло так, как хотелось, но дальше уже буду исправлять все свои ошибки. Выступление прошло хорошо. Я выступала без предмета и мяч. На первых соревнованиях я взяла золото и 2 бронзы, а на вторых золото. Мне понравилось, что там было красиво. Мы выступали, нам нравилось это. Мы любили, мы хотели это сделать, и мы это сделали. В международном турнире всего из Абхазии приняли участие 10 гимнасток. Нужно отметить, что из-за полученной травмы одна из них не смогла выступить. По словам младшего тренера нашей команды Татьяны Боцевой, все выступления прошли на высоком уровне. Мы не ожидали. К нам отнеслись с таким теплом. И, честно говоря, наши дети себя тоже показали очень хорошо. Они там как открылись. Они показали, какие они есть. Они веселые, душевные, честные, и это очень помогло. Эта поездка, она показала, что наши дети, внутренний мир, он намного больше и красивее, чем мы думаем. Номер у меня был мяч, на первых соревнованиях БП и мяч, а на вторых мяч только. На первых 1 медаль золотую, 1-е место, на вторых тоже 1-е место. Мы готовили обруч, мяч, БП. Было очень много тренировок. Мы трудились, старались. По словам тренеров, у гимнасток большие перспективы и планы, так что их ждут насыщенные тренировки, чтобы быть готовыми покорять новые вершины. Адица Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 31 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 градус. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.